Сегодня 18 июля, пятница. Больше смейтесь. Оказывается, что смех улучшает фигуру. Когда мы смеемся, в работу включается 80 групп мышц. А также смех стимулирует воздействие на иммунную систему и надежно защищает организм от стрессов. Учеными уже давно доказан тот факт, что любители посмеяться значительно реже болеют. Доброе утро, меня зовут Денис Липкин. Утренний эспрессо расскажет о самом интересном, что происходит с нами и вокруг нас. Смотрите сегодня. Отдых на природе в чистоте. В теме дня обсудим ответственность граждан за порядок на пляжах и других территориях. Вкусный и полезный завтрак. Как его приготовить, подскажет шеф-повар отеля «Эрмитаж». Дачным воришкам отпор. В разговоре со специалистом обсудим, как защитить загородное имущество. С вами снова программа «Утренний эспрессо». На Брестщине в новом учебном году для комплектования учреждений образования регионов педагогическими кадрами будет направлен 631 молодой специалист. Это на 50 меньше, нежели в минувшем учебном году. Следует отметить, что в области сохраняется дефицит учителей физико-математического и химико-биологического профиля, иностранного языка и специального образования. Эта проблема решается за счет специалистов-пенсионеров и студентов выпускных курсов вузов. А вот что еще происходит в нашем регионе, предлагаю узнать из традиционной рубрики «Утреннего эспрессо» обзор прессы. 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали на днях в Пинске. Об одной из самых уникальных боевых операций Первого Белорусского фронта в сердце Полесья вы узнаете из «Народной трибуны». О личной жизни Якуба Колоса долгое время не было ничего известно. О тех, кто вдохновлял поэта, читайте в «Народной трибуне». В деревне Махро Ивановского района 69 лет назад родился белорусский художник Алексей Кузьмич. Многим он известен по циклу картин «Плачущие Мадонны». Недавно на его малой родине открылась художественная галерея о биографии и творчестве Алексея Кузьмича в «Народной трибуне». Детские оздоровительные лагеря в центре внимания. В одних набрали 4-ю смену, другие не могут собрать детей и на 2. Одно сомнению не подлежит. Мест для оздоровления детей на Брестщине меньше с каждым годом. Чем это объясняется, разбирались журналисты «Вечерки». В Минске рассматривается вопрос о том, чтобы запретить сдавать квартиры на сутки. В Бресте этот бизнес тоже весьма распространен и, по свидетельству хозяев жилья, востребован. В нюансах этого специфического бизнеса разбирались корреспонденты «Вечерки». Горисполком продолжает обсуждать конкурсные работы на проект въездного знака в Брест. Сооружение предполагается установить на Варшавском шоссе. Какой вариант станет окончательным, в обсуждении могут поучаствовать читатели «Вечерки». Подробности в свежем номере газеты. В Пинске создается региональная информационная медицинская система. Уже сегодня электронную медкарту имеют некоторые жители Пинщины. Подробнее об этом в газете «Пинский вестник». Погрузиться в мир скорости и получить порцию адреналина могли пинчане в минувшие выходные. Здесь состоялся финал республиканского чемпионата по гонкам преследования. Кто стал победителем автобатла и чем развлекали зрителей между состязаниями гоночных машин, узнаете из пятничного номера «Пинского вестника».
Участникам народного ансамбля белорусской песни «Кужалек» Барановичского дома культуры железнодорожников исполнилось 30 лет. О самых интересных случаях из творческой жизни коллектива рассказывает барановичская газета «Наш край». Подведены итоги конкурса среди руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. С учетом экономической деятельности за 2013 год лучшими названы 2 представителя Ивановского района. Кто они, лучшие из лучших, узнаете из свежего номера «Червоной звезды». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы утреннего «Эспрессо». Безусловно, в эти дни даже после работы большинство людей отправляются к водоемам или в лес. И сегодня в студии поговорим на тему ответственности граждан за порядок на пляжах и других территорий. Наш гость – начальник Брестской городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Бриш. Петр Иванович, доброе утро. Доброе утро. Ну, вроде бы тема банальная, но все же очередные выходные, а значит сейчас будет пик выезда граждан к водоемам, в лес. Какие меры ответственности стоит помнить? Где можно разводить костер? Как себя правильно вести? Куда собирать мусор? Ну, в этом плане, конечно, выезжая на водоемы, в первую очередь надо учесть то, что машины ставить надо не ближе 30 метров. Потому что, вот как пример, в понедельник выезжали, были в рейде, и 12 нарушителей было привлечено к ответственности. Ответственность большая? В принципе, ответственность большая, до 10 базовых, возможно, штраф может быть, это до 1,5 миллиона. Ну, второе, конечно, это, скажем, не мусорить, не разжигать костры, потому что за разжигание костров, ну, за то, что мусор выбрасывается, это тоже штрафы, и штрафы даже до 20 базовых. Поэтому... Давайте сразу сделаем пометку. Дело в том, что нельзя разжигать костер, но можно пользоваться мангалом. Единственное, каким образом? Устанавливается мангал на ножках, чтобы не было повреждения растительности. Ну, вот это как бы основной вопрос. Разжигать костры, это вообще недопустимо. Костры только могут быть в оборудованных местах. Такие места, это, если вот у нас есть заказник, скажем, Прибужское Полесье, там именно, скажем, стоит беседка. Рядом для кострища оборудованное место. Потом в некоторых местах есть, где лесники оборудуют такие места, в принципе, и они имеются. Вот и все. Петр Иванович, что касается мусора, понятное дело, что чисто там, где не сорят, да. Все же, а как определить, что вот здесь выбросили эту бутылку, допустим, пластиковую, здесь же, наверное, очень сложно. Это очень сложно, да, поэтому, скажем, если мы видим, то тогда, конечно, привлекаем. Так, конечно, больше землепользователей отвечают за эти места. Поэтому мы как бы работаем с землепользователями, чтобы поддерживали чистоту и порядок. Ну и бывает, когда выезжаем в рейды, то, конечно, просим, скажем, отдыхающих, чтобы за собой убирали и оставляли чистые места. Что касается еще одного излюбленного хобби граждан, это рыбалки. Какая рыбалка сейчас разрешена на этот летний период? В принципе, рыбалка. Сейчас новые правила вступили. Даже вот по новым правилам 26 июня вступили правила. Там записано даже так, что рыбак должен поддерживать в чистоте ту территорию, на которой он, скажем, рыбачит. Но новые правила вышли не просто так, значит, были какие-то прецеденты. Были вопросы, конечно, ужесточились этими правилами. Сейчас уже, если раньше допускалось на 10 крючков, то уже на 5 крючков. Там еще определенные есть, скажем, изменения, поэтому... А почему так? Рыбы становятся меньше в наших водоемах? Я бы не сказал, что рыбы меньше. Это идет как сезонность. По береговой линии идешь, где стоят рыбаки, то выбрасывают, то пакеты, там, получается, там, прикормку берут, от прикормки пакеты, там еще что-то, какие-то моменты. Поэтому и ужесточаются такие меры. Набирает популярность такой отдых в палатках. И сейчас как раз, можно сказать, сезон. Так отдыхать наши граждане возле водоемов, к примеру, могут? Оно не запрещено, но, я говорю, здесь есть как бы проблемы, такие спорные моменты, потому что, скажем,
Если будет все уставлено палатками, это тоже не есть хорошо, поэтому такие должны определенные быть места, скажем, где именно размещаются данные палаточные где-то лагеря. Это надо получать какие-то разрешения? Ну, или... допустим, по заказнику, там есть у нас органы управления, где именно согласовываются такие места. Ну, а если дикие места? Ну, если это лес, то я думаю, вообще надо было бы обращаться в лесничество. Если не жгут, не палят, ну, бывает еще, вот, допустим, пожароопасное время, когда долго идет жара, ну, там, и есть ограничения на посещение леса. То есть в такие периоды принимаются решения исполкома, что там с такого-то по такое-то запрещено посещение. В принципе, в таких случаях даже человек, который будет находиться в лесу, он является уже нарушителем. Подводя итоги нашей беседы, давайте все-таки еще раз на заметку всем тем гражданам, которые собираются и в предстоящий уикенд на пляж или в лес, еще раз напомним основные моменты, которые должны знать граждане. Ну, выезжая на водоем, ставить машину надо не ближе 30 метров. Второе, не мусорить. Третье, не разжигать костры и поддерживать порядок. Надеемся, что это лето пройдет без особых проблем и для вас, и для вашей службы, ну и, конечно же, для всех граждан. Всего доброго. Спасибо. Мы напоминаем, что сегодня в гостях «Утреннего эспрессо» был начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш. 18 июля 1870 года в Риме на заседании Вселенского собора в базилике Святого Петра был принят догмат о непогрешимости Папы Римского. Согласно данному догмату, вероучительная безошибочность Папы является даром Святого Духа, а не следствием его личных качеств. В этот же день, в 1957 году, Торговой палатой США был официально установлен Национальный день хот-дога, а в 1994 году был создан Национальный совет хот-дога и сосисок, занимающийся изучением качества на продукта, дегустацией и его рекламы. Статистика утверждает, что в последнее время потребление хот-догов возросло, и средний американец съедает примерно 60 хот-догов в год. 18 июля 1958 года был подписан к печати сборник стихотворений Анны Ахматовой после долгих лет запрета на ее творчество. В книжке 127 страниц, четверть из них переводы. Запрет на ее имя был наложен еще в 1925 году. Не имея возможности печатать стихи, Ахматова углубилась в научную работу и занялась исследованием Пушкина. Заинтересовалась архитектурой и историей Петербурга. 1985 год. Малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым создан первый «Тетрис» – одна из популярнейших игр в истории. «Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения. За 20 лет существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в 250 миллиарда экземпляров. 1992 год. В Витебске состоялся первый международный фестиваль популярной музыки «Славянский базар». И с тех пор он проходит каждый год. Фестиваль является крупномасштабной и достаточно долгосрочной культурной акцией, которая ставит целью объединить творческие силы близких по культуре стран и создать мирное сообщество. Не секрет, июль – это разгар отпускного сезона. Белорусы больше всего любят отдыхать на средиземноморских пляжах Европы. Наибольшей популярностью в этом году пользуются Хорватия, Испания, Греция, Италия и Черногория. Конечно же, отпуск будет незабываемым лишь в том случае, если он будет максимально безопасным. Как оградить себя и своих близких от курьезных ситуаций, вы узнаете из следующего сюжета. Екатерина Шарко давно хотела отправиться в тур по Южной Азии. Правда, страны этой части мира славятся не только экзотическими местами, но и экзотическими заболеваниями. Поэтому первое, о чем позаботилась Катя, когда приобрела тур в Индию – сделать прививки всей семье. Если бы еще хотя бы мы с мужем вдвоем полетели отдыхать, то, возможно, мы еще подумали бы. Но так как мы отдыхали с ребенком, на секунду не задумались о том, что нужно обязательно сделать прививку. Прививку мы сделали в наших поликлиниках, в детской поликлинике, соответственно, ребенку, и нам с мужем в нашей взрослой поликлинике. Прививку делали иммуноглобулин,
непосредственно перед вылетом в Индию. Перестраховывалась Катя не безосновательно. Учеными доказано, что организм адаптируется к новым условиям за 7-10 дней. А ведь подхватить экзотическую болезнь можно и гораздо быстрее. Особенно в последнее время, когда во всех наших приграничных странах идет рост заболеваемости корью, это воздушно-капельные заболевания, которые очень контагиозные, заразные, поэтому прививки против кори обязательно должны быть как у взрослых, так и у детей. Когда вы покупаете путевку, туроператоры обязаны проинформировать вас о болезнях, которые можно подхватить на территории отдыха. К тому же они должны рассказать вам о мерах предосторожности и при необходимости выдать специальную памятку. При выезде любого туриста в любую страну мы всегда предупреждаем о том, чтобы люди брали с собой необходимую аптечку. Они, естественно, все застрахованы, у всех есть медицинская страховка несчастный случай стандарт. Вот. Но кроме этого мы просим, чтобы они сами о себе позаботились. Если вы давно мечтали побывать в Анголе, Панаме или Перу, то помните, что без прививки от желтой лихорадки вы не сможете даже получить визу. Поэтому сначала придется отправиться в Минск за вакциной и только потом паковать чемоданы. Хорошо проводить время можно и в своем регионе. Необычные выходные готовят Кобрин жителям и гостям города. В парке имени Суворова пройдет семейно-развлекательный праздник «Игрушки и игры». В программу включены мастер-классы ремесленников, выставки продажи игрушек, концерт, интерактивная программа и многое-многое другое, связанное с игрушкой и игрой. Наверняка, посетив это мероприятие, можно зарядиться хорошим настроением на целые выходные. А если у вас есть вопросы житейского характера, звоните на горячую линию утреннего эспрессо. Ведущая этой рубрики Анна Новик уже в студии программы. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Елена Викторовна живет и работает в Каменце. В браке она и ее супруг состоят уже 10 лет. За месяц до свадьбы муж Елены Викторовны оформил на себя кредит на строительство квартиры. В 2006 году они получили жилье и на сегодняшний день живут в этой квартире. Все это время супруги совместно выплачивали кредит, делали ремонт и оплачивали коммунальные платежи. Елена Викторовна приняла решение развестись с мужем и разделить квартиру. Супруг женщины утверждает, что кредит он оформлял до свадьбы и делить квартиру как совместно нажитое имущество не соглашается. Имею ли я право на часть квартиры, спрашивает звонившая. Елена Викторовна, мы попытались разобраться в вашей ситуации и выяснили, что в случае, если кредит на квартиру погашался совместно в период брака, то и право собственности на квартиру имеют оба супруга. Если ваш муж совместную собственность делить по согласию не желает, иного варианта, как делить ее в судебном порядке, у вас нет. Екатерина Дмитриевна работает учителем начальных классов в Бресте. Контракт с ней заключен до августа 2015 года. Женщина хочет перейти работать в другую школу, она многодетная мать. Вопрос такой: могу ли я прервать контракт раньше установленного срока? Екатерина Дмитриевна, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, в случае наличия 3 и более детей до 16 лет вы можете расторгнуть срочный трудовой договор по своему требованию. Андрей Владимирович из Кобрина заказал на предприятии межкомнатные двери. Мужчина внес предоплату 50% от стоимости дверей. Заказ выполнили в срок, однако двери доставлены не полностью укомплектованными. Оставшиеся детали не передают уже 2 месяца. Могу ли я требовать возмещения уплаченной суммы за доставку и процент за уплату предоплаты? Интересует звонившего. Андрей Владимирович, поскольку товар был доставлен и вами принят, требовать возмещения уплаты суммы за доставку и процент за уплату предоплаты вы не можете. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.
Лето – разгар дачного сезона. Сегодня многие семьи имеют дачные и приусадебные участки. Для одних это возможность хорошо отдохнуть, для других – вырастить собственный урожай. Но отвлекаясь на эти факторы, граждане порой забывают о сохранности своего имущества. Наш гость Александра Захарова, сотрудник отдела информации и общественных связей ВД Брестского облисполкома. Александра, доброе утро. Доброе утро, Денис. Вот все же, как я считал, что какие-то вопросы, связанные с сохранностью имущества, если касается дач, то это осень и зима, но есть факты и летом. Что происходит? Нет, вы не правы. Исходя из статистики, мы можем в целом говорить о снижении количества краж, совершаемых из территории дачных участков, но вместе с тем садовые товарищества, к сожалению, страдают. Здесь возросло их количество. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20 случаев краж. Но эти случаи, это что происходит конкретно? Где-то завозились в огороде и забыли о том, что открыт дом? Вот такие банальные вещи? Это может быть и так, но в основном, да, действительно, по халатности граждан самих же. Они оставляют предметы, вещи, представляющие маломальский имущественный интерес для других людей. Потом есть факты, когда люди оставляют в условленном месте ключ, также не проверяют перед отъездом, закрыты ли двери, надежны ли у них замки. В случае отсутствия не ставят в известность соседей, чтобы они посмотрели за сохранностью вашего дома. Александра, ну получается, все очень просто, только халатность влияет и все, правильно? Ну, не совсем так. А как можно предусмотреть вот эти все факты? Сотрудниками милиции проводится целый комплекс профилактических мероприятий. Это как разъяснительная работа, так и осмотр территории садоводческих товариществ и выявление причин и условий, способствующих совершению краж. Ну, а кто совершает? Давайте посмотрим вот обратную сторону этой медали. В основном это, может быть, подростки, ну не рецидивисты, наверное, какие-то, это точно. Ну, будем говорить так, что каждый у себя на даче знает, кто подвержен совершению примерно, да, краж. То есть воруют свои все-таки соседи? В большей части, да. Которые знают, где... Вы можете отлучиться, допустим, на пару минут, да, куда-нибудь просто оставить инструмент, где-нибудь бросить его, и, вернувшись, не обнаружить его. Все очень просто. Надо внимательно следить за своим имуществом. Ну, я знаю, что еще какие-то вопросы, что касается вот дач, урегулированы законом, и можно даже нести службу собственноручно, как говорится. Совершенно верно. Прямо с 2008 года подписан указ президента номер 50, где члены садоводческих товариществ могут объединяться в дружины и патрулировать территорию своего товарищества. Кроме этого, могут быть ими созданы пункты охраны правопорядка. Для этого необходимо обратиться в местный сельсовет. Ну, таких примеров много. Идут вот по этому поводу? К сожалению, нет. В большинстве просят охранять свою территорию сторожей с собаками. Вот такие есть факты. Но, к сожалению, добровольные дружины у нас не настолько распространены, может быть, в силу занятости людей, объективных причин. Но все же какие-то примеры есть, где-то образуются? Пока нет. Пока нет. То есть Пока это нет. как... Пока мы хотим это вот именно популяризировать, чтобы люди образовывались при возможности. И даже вот выехать, там же не обязательно надо целый день, целую ночь ходить, да? Прошлись, посмотрели, все ли в порядке, нету ли каких-то людей незнакомых, вызывающих подозрений, в случае чего обращались к нам. Мы всегда зарегистрируем, зафиксируем этот факт и выйдем для разбирательства. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, все-таки наверняка среди телезрителей «Утреннего эспрессо» есть и дачники, несколько им советов, чтобы уберечь свое имущество. Во-первых, это, повторюсь, не оставлять ключи в условленном месте. Во-вторых... А условленное место, давайте расскажем. Под ковриком, вот я знаю, к примеру. Да, совершенно верно, под ковриком, где-нибудь на полочке, под ведерком. И понаблюдав немножко со стороны, картина становится ясна. И злоумышленник, уже, в принципе, не раз который совершал такие преступления, он знает, где смотреть. И это очень большой бич для нас, вот халатность бабушки наши оставляют все-таки, несмотря на предупреждение. Но и также внимательно следить за сохранностью имущества. Еще такой совет, в принципе, житейский, это, конечно же, замки, надежные окна, решетки на окнах. И можно позаботиться о вечернем и дневном освещении вашего приусадебного участка. По статистике, меньше краж совершается в таких местах.
Спасибо, Александра, за интересную беседу. Надеюсь, что дачники для себя что-нибудь обязательно выберут в виде совета. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. Напомню, что в гостях утреннего «Эспрессо» была сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Александра Захарова. Вы смотрите «Утренний эспрессо», 18 июля, пятница. «Трансформеры. Эпоха истребления» стал самым кассовым за всю историю белорусского кинопроката. Первый рекорд фильм поставил в премьерный четверг, 26 июня. Картина со старта заработала 1,5 миллиарда белорусских рублей. Спустя 2 недели в активе голливудского блокбастера уже свыше 10 миллиардов. Фильм Майкла Бэя оставил далеко позади такие яркие 3D-проекты, как «Аватар», «Сталинград», «Ви». «Трансформеры. Эпоха истребления» увидели более 216 тысяч белорусских зрителей. Демонстрация картины была также очень популярна и в Бресте. А вот что можно посмотреть в кинотеатре помимо «Трансформеров», узнаем в обзоре Екатерины Гараевой. Доброе утро! Планета обезьян, шаг вперед, все или ничего, превосходство, любовь по рецепту и без. Июль месяц самый горячий не только по погоде, но и по количеству ожидаемых кинопремьер. Дом. Французский писатель Пьер Буль написал всего одну книгу о цивилизации разумных обезьян, а кинематографистам хватило ее для создания целого ряда кассовых фильмов. Премьера этой недели — американский фантастический боевик «Планета обезьян. Революция» режиссера Мэтта Ривза не стала исключением. Фильм является прямым продолжением ленты 2011 года «Восстание планеты обезьян». Однако над сиквелом работал другой режиссер. Кроме того, из всех персонажей во вторую серию перешли только компьютерные приматы, оживленные при помощи технологии Motion Capture. События в революции разворачиваются через 10 лет после катастрофы, показанной в «Восстании». Значительная часть человечества погибла после перенесенного гриппа. А вот численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увеличиваться. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой. Началось. Научно-фантастический фильм «Превосходство», несмотря на все предпосылки стать успешным, в том числе из-за исполнителя главной роли Джонни Деппа, был довольно холодно принят критиками. Но вот как отнесутся к нему зрители, нам еще только предстоит выяснить. Чтобы создать сверхразум, мы должны разгадать величайшие тайны Вселенной. Искусственный разум вскоре позволит нам справиться с самыми неразрешимыми проблемами. Найти новый метод диагностики рака. Обеспечить нам лучшее будущее. Одним словом, спасти жизни. Представьте, что его аналитическая мощь будет превосходить коллективный разум всех людей, когда-либо родившихся на Земле. Профессор! Что вы наделали? Стреляйте по платам! Тема искусственного интеллекта никогда не потеряет актуальность и будет жить вечно. Вот и за основу фильма «Превосходство» режиссер Уолли Фистер взял идею о соединении человека и робота. Весь фильм от начала до конца держит зрителей в напряжении, несмотря на то, что снят с отсутствием 3D-спецэффектов. Главный герой – гениальный ученый Уилл Кастер. Его достижения в деле усовершенствования компьютеров значительно превосходят успехи коллег в этой области. Уилл загружает свой мозг в суперкомпьютер, вследствие чего получается машина, способная мыслить и действовать столь же обдуманно, как человек. Активно противостоять такому скачку в развитии науки пытается группа людей из радикальной антитехнологической организации. Они стараются предотвратить создание мира, где компьютеры могут оказаться умнее людей. Главные роли исполнили Джонни Депп, Ребекка Холл, Пол Беттани и Морган Фриман. Первым делом он скопирует свои данные, и пути назад уже не будет. Настоящий Уилл умер. Что бы это ни было, оно собирает армию. Что это? Эволюция. Это не эволюция. Это захват. Что, черт возьми, происходит? Я смогу все исправить. Мы зашли слишком далеко, Уилл. Остановись! Я не понимаю. Это будущее. Это не наше будущее. Тебя больше нет. Ты изменилась.
Ты разлюбила меня? Нет. Правда? Если его не остановить, он уничтожит все человечество. Я желаю вам интересных, насыщенных выходных, хорошего настроения и удачного похода в кинотеатр. Лето в разгаре, и совсем скоро начнется сезон арбузов, когда сахарные лакомства будут продавать на каждом углу. Полосатая ягода на 80% состоит из воды и в жаркий летний день является идеальным лакомством, подчеркивают специалисты. Арбуз хорошо утоляет жажду, дарит ощущение прохлады и сам по себе является отличным десертом. Это уже вторят кулинары. Однако, проявив немного фантазии, из этого продукта можно приготовить оригинальные блюда, так что импровизируйте. А чем нас порадует в очередной раз Иван Гринин, шеф-повар отеля «Эрмитаж», предлагаю узнать прямо сейчас. Доброе утро. Наступил сезон отдыха на природе, и многие из нас берут с собой шашлык. Как правило, шашлык готовят мужчины. Так что, милые дамы, вы можете поспать, а мужчины присоединяйтесь. Сегодня я приготовлю шашлык по моему рецепту. С вами шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приступим. Для шашлыка я использую свиную шею. Также нам понадобится кориандр, молотая паприка, винный белый уксус, немного оливкового масла, соль и перец. Берем свиную шею, нарезаем ее довольно толстыми кусками. С детства меня отец учил нарезать шашлык крупно, поэтому я его нарежу сегодня крупно. Нарезали мы мясо. Теперь нам понадобится немного лимона. Мы выдавливаем сок. Лимон нам позволит размягчить мясо. Так, выдавили мы лимон. Также мы добавим немного белого винного уксуса, который также нам позволит немного размягчить мясо. Посолим. Мясо любит соль, так что можно его обильно солить всегда. Немного паприки, кориандра. Все это немного вымешаем. Теперь нам понадобится лук. Все сюда. Немного укропа. Еще перца. И масло. Я использовал оливковое масло, но если у вас нет только оливку, можно использовать обычное растительное рафинированное. И все тщательно перемешиваем. Можно даже немного подавить лук, чтобы он дал свой сок. Все мы утрамбовали. Наш шашлык должен постоять от 3 до 6 часов, чтобы полностью промариновался. Поэтому мы его убираем в холодильник и ждем 6 часов. И вот эти телевизионные чудеса. 6 часов уже прошли. У нас промариновался шашлык. Мы его сейчас перемешаем еще разок и будем насаживать на шампур. Также нам для этого понадобится баклажан и помидор. Помидор мы нарежем на 4 части. И баклажанчик это мы все посолим, поперчим, сбрызнем немножко маслицем.
И начнем насаживать. Баклажан, помидор, лучок, который мы замариновали. Опять кусок мяса. Баклажан, помидор, лучок, кусочек мяса. Ну вот, мы сделали один шампур. Сейчас мы его пожарим. Положим шампур на угли. Секрет приготовления правильного шашлыка все-таки в мясе. Главное, чтобы мясо было свежим. Тогда ваш шашлык удастся в любом случае. Пока готовится наш шашлык, мы украсим тарелку, чтобы шашлык выглядел более аппетитно. Для этого нам понадобится немного капусточки. Капусту я использую совойскую. Все мы ее порубим. И вот аккуратно выложим. Посолим. Сбрызнем маслом. Наш шашлык уже готов. Он полностью поджарился. Мы его снимаем с углей. И выкладываем наш шашлык на нашу подушку. Шашлык я оставил на шампуре. Так меня учил отец, что шашлык нужно есть всегда с шампура. С вами был шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита, удачного дня! Всем приятного аппетита и хорошего начала дня! Совсем недавно стали известны итоги отборочных туров и финального прослушивания конкурса исполнителей молодежной песни, который включен в программу международного фестиваля «Молодежь за союзное государство». Он состоится с 13 по 20 сентября в Ростове-на-Дону. Представлять Беларусь на фестивале будут 8 талантливых молодых артистов. В их числе брещанка Ирина Замулко. Центральным событием форума станет конкурс исполнителей молодежной песни, где участники из Беларуси и России продемонстрируют свое музыкальное искусство. Их таланты будет оценивать профессиональное жюри. Ну а сейчас давайте посмотрим рубрику «Околица», которая открывает тайны привычных мест. Говорят, что нельзя войти дважды в одну и ту же воду, зато несколько раз можно войти в одну и ту же реку, тем более если это Муховец в районе Булькова. Вода здесь какая-то особенная, да и берега вполне живописные. Места тут знатные. Об истории Булькова мы знаем, начиная с 16 века. В то время оно принадлежало жене витебского воеводы Станислава Кишки. Кстати, тогдашний владелец Булькова сплавлял по Муховцу дрова, добытые в Черневском и Бульковском лесу. Ну, не такие, конечно, зато мы теперь знаем направление течения. Кстати, в Бульковском лесу как-то произошла одна интереснейшая история. Хотя нет, о ней немного позже. 17-18 век в летописи Булькова связаны с именами Масальских и Раевских. Кстати, оставила тут свой след и война 1812 года. Здесь дислоцировались части 3-й русской армии под командованием Чичагова. В 1825 году Булькова переходит в собственность Франца Ожеровского, который в 1846 году делит свое владение между сыновьями. Ну а теперь про обещанный казус. Как-то к Ожеровскому в Бульковский лес на охоту собрались соседские помещики, но были оштрафованы полицией. Кстати, события происходили после восстания 1863 года, поэтому в этой встрече лесу даже усмотрели тайный заговор. Вот так. В 1877 году имение описали. Без хозяев Булькова пустовало недолго. Буквально через 10 лет сюда пришли Ганецкие. Здесь даже появилась винокурня. Пожалуй, самое выдающееся строение сегодня в деревне Булькова – это церковь Успения Божьей Матери. День заложения церкви празднуют 28 августа. Вот только с годом есть небольшие разногласия. Хотя на табличке, которая установлена на самой церкви, написано четко 1885 год.
Церковь хорошо просматривается с главной автомагистрали Беларуси Брест-Минск, граница Российской Федерации. Так что, если вы все еще путаетесь в берегах, это Булькова вы найдете без проблем. Небольшое наблюдение. В будний день на улицах Булькова практически не встретишь людей. Зато летом, в выходные, желающих здесь отдохнуть на берегу Муховца предостаточно. Место просто волшебное. Так что, когда соберетесь познакомиться с красотами Булькова, в вашем багаже знаний будет еще несколько удивительных историй. На этом сегодня все. Мы с вами прощаемся. И помните, что смех всегда избавит вас от депрессий. Всего 1 минутка задорного смеха может заменить сеанс глубокой релаксации. Даже если вы вспомните анекдот, который недавно вас рассмешил, уровень гормонов радости повысится. Так что больше улыбайтесь, ну и наслаждайтесь, конечно же, происходящим. С вами была программа «Утренний эспрессо». Я Денис Липкин. Всем удачных выходных.